Новости спорта. Здравствуйте. Всемирное антидопинговое агентство направило официальный запрос в спортивный арбитражный суд о проведении публичного слушания по делу РУСАДА. Напомню, исполком ВАДА в начале декабря прошлого года лишил российскую организацию статуса соответствия и предложил ввести санкции. Основанием для этого стали манипуляции с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов. Российская сторона не согласилась с санкциями, теперь спор решается в суде. Если спортивный арбитражный суд примет сторону ВАДА, то российские спортсмены на 4 года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а Россия не сможет принимать крупные международные турниры. Российский боксер Мурат Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 29 февраля в поединке против американца Джерри Форреста. Об этом сообщает ТАСС. 26-летний Гассиев выступит в андеркарде боя между бывшими чемпионами мира Джесси Варгасом и Майки Гарсией в США. В последний раз россиянин выходил на ринг в июле 2018 года, когда единогласным решением судей проиграл финальный бой всемирной боксерской суперсерии украинцу Александру Усику. После этой встречи Гассиев принял решение перейти в супертяжелый вес. Вернуться на ринг раньше россиянину мешали травмы. В активе Гассиева 26 побед и 1 поражение. На счету 31-летнего Форреста 26 побед и 3 поражения. Российский боец ММА Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Райаном Бейдером. Об этом спортсмен накануне заявил журналистам. Напомню, 26 января 2019 года в финале Гран-при Беллатор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде. На счету 43-летнего россиянина 39 побед и 6 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 36-летнего американца 27 побед и 5 поражений. Еще один бой был также признан несостоявшимся. Ну и приводим слова Емельяненко. «Я хотел бы провести с Райаном Бейдером еще один бой. Были проблемы, которые возникли перед нашим первым поединком и в какой-то степени повлияли на исход. Это связано со здоровьем. Хотелось бы подойти в хорошей форме и попробовать сразиться еще раз с этим бойцом. Мне он интересен. На сегодняшний день он чемпион», — сказал Емельяненко. Главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан. Новое соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на 5 лет. Напомню, Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В текущем сезоне чемпионата России его подопечные занимают 3-е место, набрав 34 очка в 19 матчах. Отмечу, что отставание от идущего вторым Краснодара составляет всего 1 очко. Ранее Валерий Карпин работал главным тренером в московском «Спартаке», испанской «Мальорке» и армавирском «Торпедо». С красно-белыми специалист дважды становился серебряным призером чемпионата России. Хоккеисты московского «Динамо» обыграли ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей результативными бросками отметились Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев и Владимир Брюквин. Единственную шайбу гостей забросил Егор Аверин. Благодаря этой победе динамовцы продлили победную серию, которая теперь составляет 5 матчей. Они находятся на 3-м месте турнирной таблицы западной конференции, набрав 75 очков. Железнодорожники же идут на 6-й позиции, имея в активе 64 пункта. В следующей игре московский клуб в гостях сыграет с рижским «Динамо», а «Локо» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Вратарь казахстанского клуба молодежной хоккейной лиги «Снежные барсы» Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ «Борис», к системе которого относятся «Снежные барсы». Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое диагностировали спортсмену в ноябре прошлого года. Прокофьев провел 29 встреч молодежной хоккейной лиги, а также 4 матча в составе юниорской сборной Казахстана. Якутянин стал победителем международного шахматного фестиваля Moscow Open. Соревнования прошли в Москве. Как сообщает «Спорт Якутии», участниками старта стали более 2000 человек из 30 стран мира. Якутию на фестивале представили порядка 30 спортсменов. Лучшего результата добился учащийся шахматной гимназии Арсений Чимаевский, одержавший победу в турнире среди старших юношей до 15 лет. В борьбе за первое место он опередил представителей Самарской области и Москвы. Арсений учится в школе номер 26 города Якутска. Шахматами занимается 8-й год. Он является многократным победителем и призером республиканских и дальневосточных первенств, участником высших лиг первенства России и финальной части летней спартакиады учащихся страны. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.